Дорогие мои подписчики, мы продолжаем свой эфир. Продолжаем дальше показывать башни. Вот такую ручную. Я так понял, что это лестница. Подъем на второй этаж сразу. И посмотрите, в каком месте все это находится, чтобы вы понимали. Построить такое в 9, в 10 веке, вы посмотрите на эти стены, вы посмотрите на эти монументальные стены, трехэтажные здания, построены четко, геометрически. Даже сегодня современными технологиями построить такое фактически невозможно. Посмотрите, это не новоделы. Они выбрали максимально твердое место, вот видите, породы горы твердые, и построили вот эти высокие непосредственно башни жилые. А в каком это месте находится? Посмотрите, насколько военно боеспособные они были. Построены эти башни где-то в глубину, без преувеличения, где-то может быть полкилометра в глубине находится река. Оттуда, вот из этих стен, по словам краеведа, видите, как плиты сделаны из стены этих гор, добывался этот камень. Потом различным способом на лошадях гужевых, ослах, они всем селом, когда заводили новую семью, поднимали вот эти камни и строили башни в высокогорье. Не забывайте, что в то время не было никаких моторов, не было ничего. Нужно было носить питьевую воду, именно чистую горную питьевую воду, снизу вверх. Вы представляете, насколько мужественны были не только мужчины, но и женщины. И вот здесь вы можете наблюдать, здесь есть водопад, один из тоже очень красивых, но добраться до него сегодня мы никак не сможем. И сейчас я хочу, чтобы наш краевед еще рассказал, здесь место, где как раз таки добывался порох. Так, еще одна находка, великолепная находка, и я хочу, чтобы наш краевед немножко рассказал. Они в очень труднодоступных местах, поэтому постараюсь не упасть, потому что здесь очень высоко падать. Вот. Видите, угловой камень, на котором нарисованы 3 горы, если я не ошибаюсь, да? Япон, сигадик. Ага, то есть основа, да, основа всех основ отсюда началась. Я хочу объяснить. Мастер указывал, что первое начало всех башен, строительства башен, 3 главных сооружений, мечети, вот этого главного корпуса и 3-го корпуса, началось именно отсюда. И вот этот петроглиф как раз таки обозначает тройственность всего строения, построения всего, что находится на этой горе, Шикаройской горе. Вот такие значения глубоким смыслом на наших петроглифах и на наших каменных башнях.